Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас в Удмуртском питомнике западно-сибирских лаек начался сезон испытаний и выводок, который проводит Рябов Владимир Александрович. Сегодня мы здесь присутствуем. Постараюсь показать вам выставку выводку. И, может быть, получится показать работу некоторых собак на испытаниях по медведю, по кабану. Ну, посмотрим. Проводится выводка кобелей западно-сибирской лайки. Младшая возрастная группа. Эксперт Чканов Леонид Иванович работает. Такие собачки представлены. Пестов Амур. 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 Мало молодежь, нетерпеливая. Очень много человек сегодня собралось. Встретил я своего знакомого и друга Мишин Валерий Александрович. Валерий Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Рад видеть вас на этом мероприятии. Вы давно приехали сюда? Рано утром. 8 уже мы были здесь, еще темно было. Что, собачку привезли свою? Ну, у меня там молоденький кобелек, как бы вот прошлогодний сидит, вот, и есть у нас возрастная сука, но она у нас в лесу жила в тайге, поэтому сейчас вот мы будем ей, значит, на выводку ее поставим, и потом покажем зверю. Она это ваша просит? Да, это, значит, получается от шорох и от юрты. Там весь помет, помнишь, они все сильно работали щенки. Вот. Ей завтра будет 7 лет. И поэтому... А то меня некоторые подписчики спрашивают, говорит, как дозвониться до вас, да, никак не могут, звонят, дозвониться. Я говорю, он в деревне живет, там, да, у него, может, связи нет. Да, у меня телефон приходит, я к окну подхожу, вот мне сейчас вот тоже щенков заказали из Казахстана. Там. Ну вот звонил из Казахстана мне тоже, да. спрашивал, ваш телефон я отдал. Какой-то, да? Антарбек какой-то? Да. Асланбек, ага. Все, он сейчас со мной каждый вечер. Да. Попозднее звони, я дома до 12, до часу не сплю. Он мне вечером звонит, мы с ними переговариваемся, они уже все заказали щенков. Я должна от Геры и забоем сейчас вот вязали. Хорошо. Закончился ринг западно-сибирских лаек. Младшая возрастная группа кобелей. Не можем мы его ставить. Последующим собакам. Вот практически у всех собаки головки-то попроще маленькие. Вот. А так, бегают хорошо сложенные, хорошо одетые. Видно, что кобельки чуть маленько встанет, вот так вот расслабиться, показывает, что вроде изотоп повыше. Но я смотрел приближение, этого не показывает, этого нет. Потемнее. Как позирует красавец. Вообще Яр дает очень экстерьерный щенков. Видел ноги. Молодец. Не идет, Привет. Александрович. Младшая возрастная группа идет, значит, выставляют выводка. Первый
Первая выводка в этом сезоне. Кобелей было много. Сук тоже прилично выставлены. Это все. Штампики еще надо ставить. Очень смотр. Надя, Фамилия как? второго премоляра нижнего левого. Нет, хоть как ковыряй, хоть до жопы. Ой, зайка. Ой, зайка моя. Что-то она испугалась, да? Так, вот что топчет. Беременная. Не в этот, не это. Рукавицы, ты говоришь, сними, как она маленькая. Как без рукавиц? Я говорю, ты... Пометь ее, она еще беременна внепланово. В младшей группе. 12 сук в ринге, да? Да, 12 сук. И на бабу, говорю, в рукавицах. Да. 12 сук. Через неделю где-то, видите, уже. А у меня то уже 2,5 года. Бывает такое, вышел, сгрыз, Прикус, передние зубы сам рядом они запах идет. Вот всегда с прикусом начинают. В декабре. Ой, какой декабрь? Какой? Где-то это было, наверное. Пока не покажешь, я не отвяжусь. Ничего не вижу. Успокойте собачку. Пинкатой зайдет. Пригладь, полоскай, ласковое слово скажи. Она все и покажет. Вот, сразу видишь. Краску делать, видите, а то Делов-то всего, да? вроде бы узнавали вас. Через недельку уже все. Так, это кадес начинает. Выкидывать придется синтушку, да? Видишь, желтый. По утрам не чистит зубы? Ты еще Надо купить. Подскажи, где взять тогда? свою отдай. Ну, самому тоже можно не чистить, ведь, да? Так, и сколько у нас? 12 получилось. Ой, как хорошо-то. Вот. Как на выставке хорошей. Я говорю, люди завидуют. Пермяки. Не только пермяки, все завидуют. Так, внимание, ребята. Добавьте поводок в левую руку и под руку. Круг не сужайте. 12 собачек, все-таки это порядочный ринг. И подальше. Начался ринг в младшей группе западносибирских флаек. Осмотр зубов сделали все. Смотрите, целая проблема. Пошли на первый круг.
все характеры разные. Разные собаки встретили. Сложно разглядеть, Только не потому бейте, что, только не ходить еще не все умеют. Видишь, очень плотно получается. Да-да. Машины, вот этого ряда не было бы, хорошо было бы. Смотреть плохо. Даже трудно определить. Ну, Наель, чуть-чуть тормозни. И Наель, потом подальше туда, вот сюда, ладно, смотри. Не спеши только, не спеши. вот начали определять, выставлять примерно. Быстрее, быстрее. Пробегись маленько, ты зря. На одну собаку переходи так. Примерно так идут пока. Вторая. Третья. Четвертая. Ну, это и голова чистая. Шестая, седьмая. Восьмая. Девятая. Одиннадцатая. 12. Пощупаем. Или уже были? А? Вампир в глаза. Местами поменялись. Собачек поменяли. Сейчас, скорее всего, так вот пойдет. Вот эту сучонку еще надо продвинуть маленько. Вот примерно так сейчас ринг будет расположиться. Ну и все, издеваться мы не будем над вами. Представлены хороший, богатый ринг, как говорится, почти на выставке на республиканской, значит, наша не погибнет. Я смотрю, довольно-таки очень хорошее поголовье-то. Можно сказать, что, ну, будущее это наше. Есть маленькое замечание, там это, отсутствие премоляра. Сейчас зимой мне очень трудно. То у одного, то у другого, то первого, то третьего, то второго премоляра. Вот это надо как-то изживать и вести маленько контролировать. Если есть где-то там, раньше допускалось 4, отсутствие 4 премоляров. Но сейчас это уже не котируется. Поэтому надо строже относиться к пяскам. Понимаете? Вот. До.
секунду. Собачки получают очко. 2 собачки. Хорошо, да. 10 собак получают оценку очком, 2 последние получают оценку фор. Подрастет, возбуждает, что-то может измениться. Ну, пока на сегодняшний день вот такие. Без оценки, да? Две собаки. Да чем? Без Чем? оценки. Хорошо. Фор, да? 2 только. А вот до сюда все очко. Сейчас с этим фишек. Ну, Ну, играть надо, ты имейте в виду. Кто такой Бутолин? Средняя возрастная группа кобели. Ну вот тут уже мало их. Два кобеля представлены. Как всегда, вот у Хурматова Наиля очень экстерьерные суки. Собаки. Что кобель, что сука. Она прошла второй. Вот закончилась у нас выводка. В возрасте младшая возрастная группа суки. Было 12 сук представлено молодых. Значит, там были такие сильный ринг, достойные суки, такие экстерьерные были представлены. Вот моя сука, она прошла в ринге первой. За мной Хурматов Наиль, такой известный у нас в Удмуртии заводчик западносибирских лаяк. Сука моя Хватка, ей год, ну почти 3 месяца, год и 3 месяца. Она происходит от пули моей и клеща. Устюг клещ у нее отец. Вот такая экстерьерная сука получилась. Я думаю, что вот в следующий раз я поеду уже на испытания. Сегодня не получилось провести испытания, там слишком много было номеров. Это ну, порядка 100 номеров было на медведя и на кабана, поэтому я не стал ждать. Пусть наши гости, которые далеко приехали из соседних регионов, пусть они пройдут, нечем мне там мешаться. Я живу рядом, поэтому там, как говорится, в шаговой доступности у меня тут все. Вот и в следующем видео я уже покажу, как значит, эта Хватка у меня будет работать по медведю. И... Вот как хорошо сидел, отдыхал, да? Здорово, мужики. Здорово. Ну что, расскажите хоть, что смеетесь-то? Про Останина расскажем. Вот этот человек расскажет про Останина. Про Останина с Горячевым. Да. 2 друга. Хорошо у вас тут, да, вообще красота, да. Вот так культурно отдыхаем, молодцы. Вот он, легендарный наш клещ. Сегодня такой снегопад. Подошел я, он как специально позировать вышел. Да, клещ? Клещ. Молодец, молодец. То ли тебе попадет первый раз, то ли похвалят. Не боится? Не боится? Ну, все, пошла. Нормально, работа. Нормально для молодой суки-то.
У тебя нет, не скидывали тебе ВКонтакте? Не скидывали? Ничего, я сейчас смысла не вижу, мне сейчас надо... Все, ты сегодня все уже успел, прошел? Вот ты ведь позже меня приехал, и всегда раньше меня. Я же успел Не было. Молодец. Разлаялась, хорошо. Вы это выложите, да? А? Выложите? на стадионе-то. Ну, У вас канал? да. Называется? Зверовые лайки Удмуртии. У меня это вот средневозрастная будет, надо на вывод уехать больше. Сейчас просто хорошо у меня не зажило. Ты такой не видел? Вот. Нет, так я подписчиков и не Че он там опять пошел? Что за хозяин? Столько сегодня этих самых обухов, блин. Если медведь зашипится, он уже знает, что, блядь, это... Вот. Пара выскочила такая шустренькая. Опытных собак. Только сейчас так или всегда? Всегда. А что, кобельши там цыплята? Черный такой бельдак, что я не вижу. Этот черный бубок, он на голову вся спрыгнул так. А, это як Будинский, по-моему. Нет, волжский. А? Волжский. Нет, это Сёкбодий мужик. Это як Будинский. Там я не знаю, даже приятно на душе, орёт он вот. Як Будинские охотники. Вот сразу видно. Собаки знают свое дело. У вас будет первый депозит? Да, ну и не надо, да. Это вам? Нет, помните такие? Что-то говорили, откуда идешь, откуда намекайте на первый? Не, ну все собаки такие будут тоже. Не давали забегать. Без таких собак, которые через лицензию не давали. Медведь шустрый. Ой, как собака бригады нету?